Всем привет! Сегодня 19 января, крещение Преображенский храм. Пойдем туда, зайдем водички святой набрать. Люди приезжают. Опять меня этот кажется, что человек идет. Это памятник такой вот. Водичка там внутри должна быть. Внутри. Здесь вот такое местечко красивое. Ясли, где родился Иисус. Вифлеемская звезда. Смотрим. Посмотри, вон там маленький птичек лежит. Вот он родился. С детьми приходят. Какая очередь сейчас. А здесь такой домик, палаточка, да? Там, по-моему, чаек можно попить, книжки, погреться, просто зайти можно. Вот тут столики, люди сидят, чаек пьют. Так, а нам сюда надо идти. Еще одна палаточка с церковной утварью, свечи, иконы. За святой водой наливают из двух бочек. Так, ну, набрал святой воды. Давайте немножко прогуляемся вокруг храма. Людей много пришло. Люди. Смотрите, тут машин сколько подъехало вечером уже. Сейчас 6 час.
Людей еще больше становится. Люди приходят. А вот здесь от церкви есть магазинчик. Продают хлеб. Так. Идем. А, смотрите, кстати, как интересно. И тут ярмарка проходит. И сейчас тут какие-то магазины остались. Вот такой вот здесь шатер. Идем. Ну да, сегодня, кстати, холоднее, чем вчера. Градусов все-таки на 5 холоднее, наверное, 42 градуса. Вечер, пятница. Люди едут по домам на выходные дни. Сегодня, кстати, купель уже открыта. Ну, как ее сейчас принято называть, Иордань. Это здание Илкумена, Дума. Вот это вот главный вход сюда. Купель открыта, то есть можно, в принципе, туда пойти или поехать лучше. От здания церкви ездит автобус. Или можно на такси доехать, или даже пешком. Я пешком доходил без проблем. В принципе, можно доехать до 203-го микрорайона. Там до последней, значит, этой улицы. И сойти, и там пешочком, там минут 10-15 пешочком пройтись, и можно до купели дойти. Вот здесь вот прохожу такими дворами. Кто-то велосипеды забывает. Кто же это забывает велосипеды? Поставить некуда, что ли? Так вот они всю зиму стоят. Пока у меня телефончик снимает. Сегодня подморозило, поэтому он быстрее застывает и, соответственно, отключается. Фрукты, овощи. В гаражах сделан просто магазин. Вышли на улицу Ленина, проспект Ленина, вернее. Ох, смотрите, деревья какие заснеженные. Это что, елка? Точно елка стоит. Это киоск Горпечатник. Сегодня, кстати, пятница. Должны газеты сегодня выйти. Местные газеты. Ходят обычно по пятницам с утра. Ну, сейчас поменьше стали читать, конечно. Больше людей в интернете, но раньше в пятницу так мы набирали газет. Помню, целую стопку газет читали. Ну, а сейчас все в электронный вид перешло, и, соответственно, ну, здесь два магазина. Один продуктовый, а второй авторский якутский. Раньше здесь Сахабул, по-моему, был. Местные товары местных производителей продавали, а сейчас даже не знаю. Так же все и стало. Магазины национальной одежды, унты, сапоги, ювелирные украшения и так далее. Смотрите, обувь. Такая обувь продается. Сувениры. Ой,
Ты, какой меч. Тут якутские ножи продают. Смотрите, какие очки прикольные, солнцезащитные. Изделия из кости мамонта. Смотрите, какие. Вот такой сувенир с Якутии привезти. Классно будет. Даже бусы, смотрите, продаются. Разные сережки, кулончики. Посуда местной фабрики. Ремни продаются интересные. Много-много здесь вот таких магнитов. Какие-то инструменты, что ли, продают. Смотрите. Да, похоже. Похоже на скрипку, бубен. Смотрите. И вот такой вот ритуальный ударный инструмент. Чаруна. Еще елочка стоит. И выходим. Сегодня недолгое видео снимаю. Как бы ходил в церковь, набрал святой воды там. Народу много-много пришло. Людей, очереди. Там бочки не успевают воду заливать. Там с 3 сторон можно набирать этой сосуда этого. Вот туда подливают постоянно воды. Но люди, интересно, некоторые с 5-литровыми флягами по 3 штуки приходят. Наверное, надо. Обычно как бы хватает немножко там совсем, а? Может, кому-то они дают, там на родственников набирают, чтобы им раздать. Еда. Тут такое кафе. Кафе Черри. И вот тут остановка. Ювелирный салон. Бриллианты Якутии. Вот, прямо в центре. В зал я не буду заходить. Там, по-моему, даже и не поснимаешь. Не любят этого. Ценокос магазин. И вот здесь вот можно выехать уже отсюда.